Давление у Илеза Султыгова, как у космонавта, и зрение просто отличное. Еще несколько таких положительных отметок, и новобранец из Карабулака сможет пополнить ряды вооруженных сил страны. Медики военно-врачебной комиссии военного комиссариата Сунжинского района обследовали второго новобранца. Проблем со здоровьем, которые могли бы помешать службе в армии, у Магомеда Шанхоева нет. Никаких проблем нет со здоровьем. Все нормально, все. Какие войска хотите пополнить? Я еще об этом не думал. Но желательно, если попаду, то желательно хотел бы в Росгвардию. Годен или нет, призывник скажут врачи, нефролог, отоларинголог, стоматолог, офтальмолог и другие. Медики определят, если полагается отсрочка из-за проблем со здоровьем. По приказу Минобороны России есть несколько категорий годности. Это категория годности А, то есть годен к военной службе, категория годности Б, годен с незначительными ограничениями, категория годности В это не годен, и категория годности Г годен на 6 месяцев. Таких изменений с прошлых или с позапрошлых призывов, к сожалению, нету. Остаются практически те же. У нас, к сожалению, много молодежи, являющейся инвалидами, посттравматические, это после ДТП. Также, если учесть, что у них молодой возраст, это проблемы со зрением, наверное, возможно, это телефоны, гаджеты, компьютеры сказываются. Также есть и пилонефриты, и по неврологии, также и по стоматологии. Незначительное количество это по кожным заболеваниям. К сожалению, как отмечают врачи, простого рвения и желания служить в армии не хватает. Бывает так, что пополнить ряды вооруженных сил человек не может из-за проблем со здоровьем. На полгода это острые заболевания, там может быть острый пилонефрит, острый панкреатит, переломы какие-нибудь, это уже полгода. А если уже хронические заболевания, там пилонефрит, язвенная болезнь желудка, кстати, очень часто встречается, есть деформация грудной клетки, плоскостопие, они уже являются негодными. Также миопия сложной степени, это уже по глазам. Какие-то грыжи межпозвоночные, тугоухость, они тоже являются негодными к военной службе. Очень редко, но бывает и по психиатрии, это умственная отсталость, различные расстройства депрессионного характера, они тоже являются негодными или же подлежат лечению на полгода. Очень редко бывает, что полностью негоден. Большинство это эпилепсия, к сожалению. Осенняя призывная кампания в этом году стартовала на месяц позже из-за объявленной частичной мобилизации. Тем не менее, в военном комиссариате к призывным мероприятиям начали готовиться заранее. Нужно было успеть поработать с личными делами 4000 призывников, проживающих в Сунжинском районе. Военным комиссариатом была проведена огромная работа. Период подготовительной работы призывной кампании осень-2022. В соответствии с установленным заданием военного комиссариата Республики Ингушетия у нас первая отправка прошла 10 числа, повторно следующее 14. Здесь, напоминают, каждый 17-летний гражданин обязан встать на воинский учет. Уклонение от призыва влечет за собой административную и уголовную ответственность. Не слишком гладко у нас идет, так как желающие есть, но желательно, чтобы молодежь проходила военный комиссариат без напоминаний, без вручения им повесток. Все граждане от 18 до 27 лет мужского пола, согласно федерального закона 53 о воинской обязанности военной службы, обязан проходить военную службу по призыву. Поэтому без напоминания хотелось бы, чтобы они являлись военные комиссариаты. Если кто-либо из этих граждан призывного возраста имеет право на отсрочку, им оно будет предоставлено в соответствии с предоставлением определенных документов, которые должны они предоставлять военный комиссариат. Предпочтения новобранцев с выбором тех или иных родов войск будут учтены. Ингушские призывники в основном хотят нести службу в Национальной гвардии и в воздушно-десантных войсках. В военкомате контролируют ход несения службы наших ребят. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.